Призывная кампания в Северной Осетии в самом разгаре. Первые 40 призывников отправились в различные регионы России от Калининграда до Владивостока. Перед отправкой будущие воины возложили цветы к стеле «Город воинской славы». Напутствовали ребят представители военных ведомств республики, администрации города, комитета солдатских матерей и общественники. От лица призывников ко всем присутствующим обратился один из молодых людей. Он пообещал достойно пройти все испытания предстоящей службы и с честью нести славу воинов-фронтовиков. Наши ребята достойны представить честь нашей республики, непосредственно проходя службу в различных частях и соединениях Министерства внутренних дел, Министерства обороны Российской Федерации. У нас идут ребята сейчас от 18 до 23 лет. Из них 30% ребят, которые имеют высшее образование. Среднюю школу номер 1 в станице Орхонской назвали именем Героя Советского Союза Петра Масленникова. Он отличился в боях за освобождение Украины. В рамках проекта Общероссийского народного фронта имя Героя школе почетные звания присвоили уже 9 школам в Моздокском районе. Теперь к акции присоединился и пригородный. Целый месяц станичные школьники по крупицам изучали биографии прославленных земляков, беседовали со старожилами и собирали архивные материалы. Многие впервые узнали, что из Орхонской на фронт ушли более 1500 человек. Среди них и Петр Масленников. Он был выпускником той самой школы, которая отныне будет носить его имя. Великая Отечественная война началась, и он в 1941 году уже пошел на фронт. Участвовал на фронте. И Днепро форсировал, при форсировании Днепра он командовал уже вперед за Сталина, за Родину. Когда ему присвоили звание Героя Советского Союза, он даже на лошади ездил по фронту. Не боялся, что его снайпер уничтожит. Что такое гражданская позиция и каким хочет видеть молодежь наше общество? Эти вопросы обсудили на круглом столе в 25-й средней школе. Главными инициаторами мероприятия выступили члены Центральной избирательной комиссии Северной Осетии. По словам организаторов, молодежь должна активно участвовать в гражданской жизни общества, знать законы, реализовывать и отстаивать их. В своих выступлениях старшеклассники 25-й и 38-й школ говорили о патриотизме, гражданственности и праве выбора. Разговор получился разносторонним и интересным, поднимались вопросы об избирательной системе Российской Федерации, о нарушениях во время проведения выборов, о законодательстве и о выборах президента Российской Федерации. Вся наша жизнь – это выбор. И если мы не участвуем в реализации нашего выбора, то мы, в принципе, не участвуем в том, как развивается наше общество. Это мероприятие очень важно для молодежи. И, в принципе, если оно будет систематически, оно будет систематически. Мы сможем сделать гражданское общество, такое общество, которое мы хотим видеть в нашей республике. Во Владикавказе завершился конкурс видеороликов, организованный детским интернет-порталом «Барсик». В смотре приняли участие 15 общеобразовательных учреждений и 6 спортивных секций Северной Осетии. Учащиеся рассказали об особенностях своих школ, о правилах поведения в них, об известных выпускниках, на которых они стремятся быть похожими. По словам организаторов, конкурс проводился для выявления творческого потенциала учащихся и спортсменов, а также воспитания в детях чувства патриотизма. Все участники были награждены дипломами, а победители удостоились главного приза – экскурсии по местам боевой славы Северной Осетии. Детское творчество, оно имеет свою притягательную силу. Вот я с этой точки зрения и смотрел. Можно было бы провести какие-то такие типа семинара, что ли, чтобы людям рассказать о таких явных ошибках. Все-таки дети. И тогда это будет иметь поступательное такое движение в смысле профессионализма, развиваться будут. Пожарные со всей республики приняли участие в соревнованиях, приуроченных к 70-летию Победы. Экипажам нужно было преодолеть 4 этапа: сбить мишени ручным и лафетным стволом, преодолеть специализированную трассу на пожарных машинах и проявить навыки пользования огнетушителями. Эти соревнования организаторы назвали пожарным биатлоном. Огнеборцы планируют принимать в них участие ежегодно. Цель соревнований – это повышение профессионализма, повышение профессиональных навыков нашего водительского состава, а также пожарных, которые будут участвовать тоже вместе с водителями на всех этапах проведения соревнований.